сожалению, у молодых мам порой возникают сложности, связанные с естественным вскармливанием. Очень часто бывает, что ребенок вдруг отказывается от груди. Это возможно вследствие неправильного прикладывания ребенка к груди или его плохого самочувствия. Одной из самых распространенных в наши дни проблем является недостаточная выработка молока. В этом случае необходимо прикладывать ребенка попеременно к обеим грудям. Обязательно сцеживаться, пить много жидкости перед кормлением, стараться расслабиться. В этот период рекомендован прием поливитаминных комплексов, лучше всего тех, что принимали во время беременности. Идеальное сочетание всех необходимых для кормящей грудью мамы витаминов, витамины А, группы В, D, Е, С и так далее, и минералов кальций, железо, магний и так далее, в составе поливитаминных комплексов поможет усилить лактацию в случае ее нехватки. Если ребенок беспокоится во время кормления, то, скорее всего, он таким образом эмоционально реагирует на изменения окружающей обстановки. В данном случае надо создать спокойную атмосферу, покормить его в тихом месте, и он успокоится. Очень неприятные ощущения могут вызывать болезненность и трещины сосков. Если болезненность проявляется на протяжении всего кормления грудью, то могли появиться трещины. Трещины сосков могут образовываться в результате недостаточно хорошей подготовки молочных желез во время беременности, неправильной техники кормления, гиповитаминоза, общего ослабления организма женщины. Поскольку к трещинам сосков может приводить неправильный уход за грудью при кормлении, то необходимо соблюдать некоторые условия, которые помогут избежать этого явления. Содержать грудь в строгой чистоте. Перед каждым кормлением необходимо мыть молочную железу теплой водой с мылом и просушить мягким чистым полотенцем или марлей. Ни в коем случае нельзя вытирать грудь, чтобы не травмировать кожу, надо промокнуть ее досуха. Не использовать для обеззараживания кожи соскоспиртовых растворов, поскольку спирт сильно сушит кожу, а стерильность такой степени вовсе не требуется. Сосок и прилегающую к нему область обмывать 2% раствором соды, 1 чайная ложка на стакан кипяченой воды, или просто кипяченой водой. Несколько первых капель молока лучше сцедить, так как таким способом очищаются наружные отделы выводящих протоков молочных желез от попавших туда микроорганизмов. Для смягчения пользоваться мазями или маслами на основе ланолина, так как остальные масла, вазелин, растительное масло и так далее, могут не только вызвать аллергию у ребенка, но и расстройство пищеварения. Смазывать грудь надо после кормления, тогда при следующем прикладывании ребенка к груди масло частично всосется в кожу, а частично смоется водой. Это же относится и ко всем лекарственным составам из рекомендованных ниже. Необходимо подкладывать в бюстгальтер мягкие гигиенические прокладки на область соска и регулярно их менять в случаях спонтанного выделения молока в промежутках между кормлениями, так как повышенная влажность может провоцировать повреждение кожи и развитие болезнетворных микробов. Трещины и ссадины сосков очень болезненны. Если они не очень большие, можно попытаться кормить ребенка через накладку, которые продаются в аптеке. При больших и очень болезненных трещинах прикладывать ребенка к груди временно, до их заживления, невозможно. В таком случае молоко нужно аккуратно, не травмируя соска, сцедить в прокипяченную посуду и кормить им ребенка без тепловой обработки. Одним из современных эффективных и безопасных средств, разработанным специально для ежедневного ухода и лечения нежной кожи малышей и кормящих мам, является мазь Бепантен, содержащая натуральный компонент, провитамин В5, который активно питает кожу, способствуя ее быстрому заживлению и восстановлению. Активное вещество препарата, декспантенол, относится к витаминам группы В, является производным пантотеновой кислоты, играет важную роль в процессах ацетилирования и окисления, участвует в углеводном обмене, в синтезе ацетилхолина, кортикостероидов, порфиринов,
оказывает выраженное влияние на образование и функцию эпителиальной ткани, обладает некоторой противовоспалительной активностью. Гепантен – хорошо зарекомендовавший себя препарат, эффективность и безопасность которого доказаны многолетним опытом клинического использования. Если эта информация была полезна, то подпишитесь на канал и поделитесь этим видео с другими.